Всем привет, ребят! Сегодня 7 августа, 5 часов 30 минут примерно, вот такое время. Я у реки, сейчас на лодке перейдем вот на другой берег. Хорошая погода, хорошее настроение. В планах у меня сегодня сходить на Сосновый Бор, так же, как и в прошлый раз, только с сыном мы ходили. Сегодня у меня будет одиночный поход. И, как сказать, буду по возможности, если найду, собирать грибы для соленья. Ну, какой попадет, все буду собирать. Главное, чтобы без червей были. А как все будет, буду снимать, показывать. Так что давайте сходим очередной раз в тайгу. Буду переходить на своей лодке. Вода прибывает очень сильно. Сейчас были у нас дожди, вон, смотрите, пена возле берега. Но вчера по реке прям пена шла очень сильно. Ну и заметно вода поднялась. Сантиметра 20-25. Это быстро вода пришла. Вот. В ближайшие дни также будет у нас поход на первую избу очередной. Вот. А сегодня здесь побродим. Что-то найдем или нет. Надо посмотреть. Такое ведро взял, нож, пакетик небольшой. Обычные грибы, скажем, красноголовики, боровики, белые грибы вряд ли найдем сегодня, потому что у нас резко погода потеплела, дожди закончились, ну и выход грибов такой краткий был. Вот в прошлый раз очень сильно нам повезло, набрали очень много грибов, и потом выход резко перестал. Вот. Ну, глянем все равно. Далеко ходить сегодня не стану. Пару километров кружок такой дам и все. Здесь перебор крупные, но про эти грибы я и рассказывал. Спешить не стану, здесь крупные, они нехорошие. Этот хороший. Вот он какой на вид. Когда ломаешь, молоко выходит. Это хороший гриб. Вот. И он. Как называется, по-русски не знаю. Вот. Просто сейчас такое время. Просто время такое сейчас дождя. Дожди закончились и мало дождя. И выход нормальных грибов еще нету. Но пока собираем вот эти тоже грибы и неплохие. Вон, бери, не хочу. Только собирай, выбирай на свой вкус. Есть выбор. Ну и собираем так. Капризничаем. Какие не нравятся, оставляем. Хорошие на свой вкус собираем. Вон они. Да куча мала тут их. Море. Таких как я хватает за, ну, наверное, прошел метров 200 по лесу, и уже 2 человек встретил. Один собирает грибы, как и я, вот такие коричневые. И там вдали еще, вон там, собирают чернику вроде.
Ну, осень для того и дана. Сейчас уже, в принципе, много людей собирают грибы для соления на зиму. Некоторые собирают, чтобы сдать ягоды, грибы, немножко подзаработать. От села, конечно, близко, много чего там, много не наберешь, вернее. Но все равно. Лично мне нравится вот так ходить, искать. Просто бродить по тайге. Вообще, воздух такой, и комаров нету. Единичные есть, но вот не сравнить с июнь-июль месяцем. Муравейник там какой большой. Конечно, все подряд метут тут. Все собирают. Чем дальше в лес, тем больше грибов и ягод. Жалко, конечно, одно, что тулан у меня не такой, как Айда. Потому что Айда верная была, никого не трогала. А тулан уже совсем другой, совсем, блин. Немножко опасный даже. Пугает людей, блин, как лошади. Если ребенком кто-то тут ходит, может напугать человека. Нехорошо совсем. Вот видите. Потихоньку набирается, в принципе. Вон они. Вот такой гриб сегодня собираю. Вот. Конечно, если, скажем, есть выбор между груздями и вот этими, это считается мусор у нас. Даже на него и не смотрят никто. Вон они, вон. Хорошие. Ну, чуть-чуть подольше его надо в воде держать. Скажем, 2 дня я буду, 2 раза в день буду воду менять. И примерно недельку, наверное, придется так. И потом солишь через 2 дня, может через день. Такой, на другой день даже можно уже с горячей картошкой его есть. С укропчиком, с картошкой, чесночком, объедение. Ребят, это я вам показал настоящую свободу, которую должен чувствовать каждый человек. Это уединение с природой, от шум, гамма, от повседневной суеты. Вообще класс. Тишина. И ни одного человека я не вижу. В полном одиночестве здесь брожу. Хорошо. И грибы. Кругом грибы. Далеко ходить не надо. Вот. Прошел там буквально 10 метров и снова очередные грибы. Вон они. Здесь, к сожалению, они высохли от жары, от солнца. Идем дальше. Чуть левее, наверное, такой пройду кружок. Потому что там сорный лес такой, ельник. Немножко ельник, и там тени больше. Ну и вдоль болота, в принципе, можно сходить. Там такая горка, косогор. Но вечернее солнце, конечно, туда тоже попадает. Вот. Ну, сами видите,
Как тут здорово. Эта красота не сравнишь, что вот, если, скажем, ехать дальше, до километра 25. В прошлом видео я рассказывал, что там вообще белоснежные, как сказать, ягель, бесконечные такие вот леса. И очень красиво. Но это надо, чтобы здесь машина была за рекой. А если я начну переходить через речку на УАЗике, я точно застряну тут и придется вытаскивать. Вот, так что как-нибудь на этом берегу будем ходить, бродить, искать, гулять. Такие валежники кругом гнилые. Вот прошлый поход здесь столько сыроежек было, и смотрите, сейчас уже они начали просто гнить, подсыхать, сохнут они. Просто сейчас вот эти 2 дня, 3 уже получается с прошлого похода. Погода очень даже потеплела. Вот. С червями тоже они бывают, они так-то крепкие. Шел, никого не трогал, и на тебе боровик. Но он гнилой, я уверен. Ну что? Потому что мы пилоты. На-на-на-на-на. Червей нету, но одни дырочки вон там. Фиг с ним возьму. Пускай будет. Может 2-3. Если будет, то можно уже и суп организовать. Вот. Но этих тут много тоже. Вон они. О, ништяк. Мелкие, как всегда, тоже собираю. Ой. Вон они. Не очень. Вон там сидит. Слышите, кляст. Их в этом году, я смотрю, будет и немало. Потому что шишки есть. Ну и эти птицы тоже есть. Ух, блин, глаза так жжет у меня. Ой, блин. Это я глаз потрогал своими пальцами, которыми грибы собираю. И вот, надеюсь, видно, весь в слезах. Прям жгет, блин. Воды надо сполоснуть глаза. Ой, это грибы, блин, какая-то все равно. Как же это сказать-то, блин. Ну, горечь, что в грибе есть. О, блин, попало в глаза. Ай-яй-яй. Как будто после сварки, вот когда зайца поймаешь, когда ты сваркой работаешь, зайчика поймаешь, вот то же самое, блин, получилось у меня. Иду слева, вот такой, ну, здесь густой лес. Там дальше получается еще и ельник, но здесь прошел я впустую. Как ни странно, я вообще ошибся этим местом, думал, грибы там больше, а тут вообще ничего нету. Даже поганка только вот и все. А для, ну, обычных съедобных красноголовиков, даже о них лучше не думать. Все. Ждем дождя, когда дожди будут. Вот, наконец-то нашел первую такую вот кучку, но они высохшие тоже. Высыхают грибы.
сохнут. Вот. В принципе, их много, вон, смотрите. Надо пораньше было собирать. Позавчера, если собирали, то может быть они лучше были бы. Вон человек идет в поиске гриба. Или может ягода. Ну как и я, наверное, для соления ищет. А тут, смотрите, белый. В принципе, он особо так мне не нужен. Почему-то все время они с дырками, червей не наблюдаю. Или вышли, ушли. Может быть, даже и ушли. Может быть, вон он там сидит. Вон он. Он вышел. Вот так вот. Люблю я такое. И не червеед какой-то, чтобы черви есть, когда видишь. Ну, понятно, если ты не видишь их. Насквозь передолбан он сидит. Будут писать, какой я грибник, что я так не делаю, что я только шляпку беру. Блин, устал я уже спорить. Но я не нашел этот гриб. Вот он стоит, целый, не нашел. Грибник не вырвал это. Грибница там, боятся, что грибница там сгниет. Да ни хрена с ними не случится. Что вы пишете на дыре, блин? Миллиард грибов вон гниют на корнях. Если подумать, он сгниет, он все погибнет. Да ни хрена, это природа так. Ну, выдумали вот это. И каждый год. Но я тоже на своем буду стоять. Доказывать, в принципе, не собираюсь, но на своем буду стоять. Какой чушь вы пишете, и он красноголовик. Вон он. Да, все сейчас гнилые. Тоже думаю он. Ну нет, целый он. Хороший. Возьму. Вот. Ну вот я не нашел бы этот гриб. Все, потом грибница погибнет. Или что там, как называете вы это, корни у гриба. Корни, они, может, на сотни метров или на километры идут. Сейчас не случится. Вот. У меня основная задача вот эти собрать. Вон они. Вот. Они тоже тут плохие уже. Чуть-чуть я опоздал. Вот когда ходили мы с Денисом, если в тот день было собирать, но нам не до этого было, потому что нормальные грибы собирали тогда и много. Вон они. Икру из ножки делают. Что в комментариях тоже писали, но я не пробовал еще. Ну, здесь немножко повыбираю, может, наберу что-то. Я еще помельче, которые грибы. Вон они. Тоже надо выбирать очень много. Четвертый гриб. Ребята, ножку нам даже возьму. Потому что грибов мало. Ножки хорошие. И может на жаркое наберется. Когда очень много грибов, конечно, на ножки я вообще не смотрю. Но они чистые, вон они. Чистейшие. Ладно. Ну, перед этим еще не стал снимать. Вот еще вот один нашел. Это получается уже
Четвертый гриб. Вон какой. И чистые новые. Что ты будешь делать? Не хочется мне эти собрать. В основном хочу набрать целое ведро для соления, но не получается пока. Третья часть только вот набрана еще. А эти-то попадают. Вон, ребят. Никогда с ногами не берите, пока не проверите. Выкручивают. Нога целая. Вон она крепкая. А внутри-то вот. Услышьте меня наконец-то. Что надо проверять. Вон они какие мясистые там сидят. И весь гриб такой. Хоть какой-то кусок. Вот такой. Уже лишний гроб мы будем тащить. Серьезный гриб нашли.